Мавиле Харахады с интересом разглядывает персидский ковер. Ее внимание привлекает изображенное на нем животное. Девушка учится на кафедре декоративного искусства в КИПУ. Рассказывает, особое внимание уделяет рукописям, на которых присутствует арабская каллиграфия. Арабский язык, к сожалению, пока что не знаю. Может, в дальнейшем буду изучать. Вот шрифт, переплетение, как украшалось, какое было обрамление. Для меня это очень интересно. Стараюсь приходить, когда такие работы представлены. Выставка «Страницы истории Восточного музея» проходит в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия. Здесь представлено 135 предметов китайского, персидского, японского и крымско-татарского искусства, среди которых вышивки, изделия из слоновой кости, костюмы и рукописные книги 18-го, начала 20 веков. Конечно, такая выставка, она действительно для нас очень интересна, потому что это очень редкие предметы. Они сохранились, многие из них сохранились только в этом музее. И очень интересный фонд рукописных книг, который был собран и очень высоко оценен в свое время такими учеными, как Якуб Кемаль, Гордлевский и другими. И, конечно же, эти предметы, эти книги ждут своих исследователей. И мы очень надеемся, что такие выставочные проекты и другие совместные проекты, исследовательские проекты будут продолжаться. Коллекция представлена из фондов Ялтинского историко-литературного музея. На подготовку к выставке ушло более 1,5 лет. Восточный музей был открыт еще в 1921 году. Тогда сотрудники провели исследовательскую работу по изучению истории и этнографии крымских татар. И уже через год создали первую экспозицию «Татарская комната». В ней был представлен быт крымско-татарской семьи Южнобережья. В экспозицию были включены посуда, одежда и ковры местного производства. Это коллекции из персидских мастеров, китайских, японских. Они действительно уникальны. 18-19 век, редкая техника. Здесь представлены и убранство крымских татар, и доспехи. То есть коллекция очень обширна. В Симферопольском музее выставка продлится до 10 декабря. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет».